Итак, друзья, мы вновь возвращаемся в эфир, попытаемся все-таки с вами сегодня пообщаться, несмотря на то, что у нас происходит. Я не знаю, что происходит, я скажу честно, откровенно, я в бешенстве из-за этого, и надо мне как-то прийти в себя. Я просто-напросто теряю дар речи, когда вот такие странные вещи на ровном, опять же, месте происходят. Поэтому прошу заранее извинить. Для истории напоминаю, что сегодня 27 января 2026 года, вторник. В Башкортостане сейчас 10 часов 15 минут, в Берлине 6:15, и мы успели с вами уже треть эфира, в общем-то, пройти, однако он прекратился, и я сейчас прошу не удалять то, что у нас уже сохранено в Ютубе, своего помощника, потому что, я не знаю, может быть, дважды надо попросить, иной раз просишь, а все равно удаляется. В общем, как-то так. Ладно. Надо продолжать, так или иначе собраться с духом, как говорится, и не отчаиваться. Спасибо вам заранее, если вы вернетесь к нашему стриму, по крайней мере, кто-то уже здесь. Вот, и к тому же на экране история сообщений из прошлого чата частично висит, и это хорошо. Вот, Клара Целкина присоединяется, Искандер Махмудов с нами. В общем, так или иначе, живы будем и не помрем. К новостям республики надо переходить, так или иначе. Вчера не обошлось без курьезов у нас с вами в Уфе. В частности, телеканал «Вся Уфа», городской муниципальный телеканал, сообщил о взломе сайта. В какой-то момент на сайте городского телеканала стала появляться неподобающая информация эротического содержания, скажем так, да? Вот. И, в частности, наше издание вышло с публикацией, а не перешел ли телеканал «Вся Уфа» к категории 18+. Судя по всему, ситуация, скажем так, была неожиданной и для самих сотрудников телеканала, однако они быстро признали, что произошло, что это все не их, скажем так, проблемы, точнее, проблемы-то их, но не их вина. Вот. И в результате дальше даже, что случилось, сказать не могу. Вот. Возникает лишь вопрос, а много ли посетителей, скажем так, у сайта конкретно городского телеканала «Вся Уфа». При всей моей любви, кстати говоря, и даже некой ностальгии по этому каналу, в его лучшие времена, будем так говорить, да, вот где-то на рубеже нулевых, десятых годов канал был еще вполне смотрибельным. Вот. Сейчас ничего не могу сказать, что там происходит, но существует канал так или иначе, и даже какие-то новые проекты запускает. Вспомним, в недавнем относительном прошлом нынешний пресс-секретарь главы республики Радия Хабирова Денис Ганиев бытность шоуменом и ведущим там устроил телемарафон, да, это собственный прямой эфир продолжительностью сутки и более даже. Вот. Не то чтобы это имело значение для общества, нет, конечно, никакого значения для общества не имело, но какая-то движуха, как говорится, была. Вот. А сейчас движуха пошла в другом формате, в формате порно-сайта. Но не будем иронизировать бесконечно, пожелаем коллегам восстановиться. Но если серьезно, то в Уфе привычные проблемы и даже, я бы сказал, трагедии. Техника в Уфе начала рубку леса за бульваром Славы. И об этом вчера, конечно, многие стали писать, потому что на первый взгляд все начало происходить довольно неожиданно. Уфимцы заметили, что в лесу за бывшим кинотеатром «Салют» начали валить сосны, то есть там лес приличный, хороший, качественный. Данный участок относится к территории, попавшей под программу комплексного развития. Так вот это называется на сегодня. Всего под реновацию определили 7,5 гектаров земли вдоль леса на улице Блюхера. Согласно проекту, там снесут сотни гаражей, а взамен построят 2 высотки до, внимание, 30 этажей, конечно же. Изначально власти сообщали, что лес трогать никто не будет. Проект не изменяет границы и площади городских лесов, говорили власти. Вот лучше бы молчали в некоторых ситуациях наши дорогие чиновники. Ну, как-то больше, наверное, уважения было бы, что ли.
А зачем врать напрямую? В итоге в пресс-службе мэрии изданию УФА-1 сообщили, что у застройщика, а это компания «Зеленый двор», есть разрешение на вырубку деревьев. Все в порядке. В конце 2025 года, то есть буквально несколько дней назад, получили они документы. В канун Нового года, как у нас городские чиновники любят традиционно, главные изменения в устав города, все эти спорные разрешения на строительство, как правило, подписываются тихонечко под шум корпоративных бокалов, если хотите, да, и в конце концов никто, конечно же, это не замечает, и дальше все разбивается как интересно конкретным злоумышленникам. Я тут это называю злоумышленниками, как иначе это называть. Значит, что тут можно добавить? Компания «Зеленый двор» приступает к подготовительному этапу строительства нового жилого комплекса. Все работы ведутся на основании официального разрешения. Так, это мы уже выяснили. В общем, стыд и позор. Вот если в Уфе оставались немногие, более-менее тихие, зеленые, конечно же, уголки, то это вот, в частности, улица Блюхера в районе бульвара Славы, где, в общем-то, можно было передвигаться автомобилистам без пробок, в частности, да и местные жители чувствовали себя более-менее комфортно. А дальше хуже. Так что ждем продолжения процесса уничтожения. Так. Что у нас в чате происходит? Чат, друзья, давайте оживлять дальше. Заки Валиди тут на серьезную тему что-то пишет. Руслан, пишет он. Айгуль Леон, видимо, имеет в виду. Гражданка США, пишет он. А я не уверен, гражданка ли она США, но пусть даже так. Живет на гранты вроде. От нее больше вреда нашему народу, наверное. Наверное, она казачок или малограмотная. Ну, вы пишите ей об этом тогда, что я могу сказать. Я знаю, что у нашей публики есть запрос на разных спикеров. И многие очень рады и довольны были послушать ее в эфире. Понятно, что у кого-то могут быть вопросы. Я отношусь к вопросам с пониманием. Но я не вижу ничего страшного в том, что человек является гражданином другой страны и живет, например, на гранты. Хотя, опять же, здесь я не знаю, кто на что живет. Я бы с радостью жил на гранты, если бы они были. Вот. И нет в этом ничего предосудительного. Ну, а мы дальше идем и скажем вот о чем. Власти Уфы, опять-таки той же самой Уфы, сегодня у нас как-то вот так сложилось вначале все про Уфу, но тут важные события. Более чем вдвое власти Уфы снизили единовременную муниципальную выплату за подписание контракта на войну с Украиной. Ой, а что случилось? В таких ситуациях мы хотим воскликнуть. Ведь планы по поставлению пушечного мяса никто не отменял, а тут выплату сокращают. Наверное, денег совсем не осталось. Совсем жрать нечего. Так вот, мэрия Уфы более чем вдвое, с 700 до 300 тысяч рублей, снизила эту самую единовременную выплату для подписания контрактов на войну. Значит, об этом новость опубликована на сайте. Вместе с тем, власти города продлили сами выплаты до 31 января 2026 года. Оказывается, ранее они действовали только до 31 декабря прошлого года. То есть они их формально продлили, но в сниженном размере. Значит, в городском бюджете, например, 2025 года на выплаты контрактникам было заложено 270 миллионов рублей. К концу года сумма увеличилась до 1 570 миллионов рублей. Еще раз, это в городском бюджете Уфы, который трещит по швам. 1 600 000 только на эти самые выплаты дармоедам, вместо того, чтобы эти деньги пустить на, например, городскую инфраструктуру. 1,6 миллиарда, это, знаете ли, если не новый мост через Белую по сегодняшним ценам, то, по крайней мере, я не знаю, приличный участок новых дорог. В бюджете на 26 год заложено пока 1 300 000 000. Если так пойдет дальше, мы знаем, что потрачено будет гораздо больше.
Между тем, в ноябре прошлого года, например, Ради Хабиров, глава республики, утверждал, что в 2025 году из бюджета Башкортостана на поддержку войны уже выделили 26 миллиардов рублей. Нам нужно 32 миллиарда, заявил тогда глава республики. Какой стыд и срам, на самом деле, конечно же, глядеть и слушать и читать вот эти вот данные по поводу денег, которые уходят в трубу. Ладно бы на бесполезное дело, на вредное, на ужасное преступное мероприятие. Вижу, нашлись наши подписчики, кто вступился за Игулион. Да, друзья, правильно делаете. В этом смысле дискуссия, особенно если есть правдивая, скажем так, информация, она полезна. Я думаю, что дискуссии у нас будет только больше, с учетом того, что я вот как раз в предыдущие попытки начать эфир начал анонсировать на сегодняшнюю программу «Аспекты мнений». У нас лидер Башнацдвижения, комитета Башнацдвижения за рубежом Руслан Габбасов, иностранный агент, террорист, экстремист и кто угодно. Но на сегодняшний день этим никого не удивишь, во-первых. Во-вторых, это не является для нашей аудитории, конечно же, каким-то препятствием. Поэтому готовьте свои вопросы. Трансляция уже запланирована в Ютубе. Там можно в чате задавать эти самые вопросы. Вот. Будем надеяться, что та трансляция состоится без перебоев и сбоев. Так. Ну а я дальше двигаюсь и, соответственно, к следующим новостям перехожу. Если говорить как раз про тяжелое и про важное, то мы должны отметить, что в Оренбургской области начали преследование башкирской активистки Альфии Узянбаевой. Внимательные зрители нашего канала могут помнить, мы с ней в районе года назад, может быть, чуть больше, встречались в эфире. 1 или 2 раза точно мы обсуждали разные вопросы в наших эфирах. Она в том числе озвучивала информацию о том, как она ведет свою деятельность как раз в Кувандыкском районе Оренбургской области и какие там есть проблемы с местными властями. Надо сказать, мне тогда стало тревожно за Альфию, поскольку, в общем-то, она по нынешним меркам вела себя чрезвычайно активно. И вот, пожалуйста, последствия. 18 января телеграм-канал «Республика Юрто» сообщил о том, что ФСБ завела уголовное дело по части 282, по статье 282, часть 1. Это возбуждение ненависти или вражды. Обыск, вынос техники, подписка о невыезде. Это то, что инкриминировали, точнее, то, что вменили в данном случае Альфии Узянбаевой. Других подробностей авторы публикации не привели. В итоге об этом написали многие другие СМИ без дополнительных подробностей. Узянбаева проживает сейчас в городе Медногорск. Туда она переехала в 2022 году. В том же году после развода с мужем она сменила фамилию на Байсарову, оказывается. В своем аккаунте во ВКонтакте женщина об обыске и возбуждении какого-либо дела при этом не рассказывала. Дальше есть противоречивые сведения от знакомых Узянбаевой, что вроде бы все-таки уголовного дела против нее нет, но это опять же не факт. Обыск действительно проводился, говорит один из знакомых, но это было месяца 2 или 3 назад. Проводится ли какая-то проверка по поводу одного из ее комментариев во ВКонтакте? Это неизвестно, но какого именно, также неизвестно. Подписку о невыезде у нее также не брали, сказала знакомый ситуацией человек. В общем, не до конца понятно. Попытаться связаться надо бы, конечно, с Альфией Узянбаевой и выяснить, что же там у нее происходит. Опять же, ничего удивительного в преследовании, безусловно, нет, но и это не значит, что мы должны, в общем-то, воспринять это как должное и сказать, что а чего вы хотели. Вот. Так.
Кстати, возможно, ее взгляды как бы не всем близки, они тоже довольно-таки радикальные по меркам, ну, скажем, даже многих сторонников и так радикальных реформ. Ну, например, она говорит, что нам нужен башкирский хан, к примеру, да. То есть, ну, опять-таки, здесь взгляды, и мне кажется, в условиях реальной свободы слова никаких проблем с подобного рода высказываниями и мыслями не было бы. Так. Джек Килопи пишет, что Айгуль Леон – один из самых умных и полезных политиков сегодня в Башкортостане. Вот. А Заки Вреди почему-то хочет спросить о том, что они думают про Айгуль Леон у Максима Корникова и Жени Коноплина. Ну, каждый что-то думает, как говорится. Никто никому думать не запрещает. Хотя я не уверен, что Максим Корников знаком или хоть как-то осведомлен. К сожалению, может быть, он не знает о ней ничего. У него, в общем-то, другие задачи, так скажем, стоят, а не то, чтобы следить за каждым представителем того или иного башнацдвижения. Несмотря на то, что он погружен, конечно же, в повестку непосредственно башкирской национальной политики. Так, следующая новость из разряда правоохранительной тематики. В Верховный суд Республики поступило дело бывшего вице-премьера Алана Марзаева. Мы о нем, как говорится, не забыли. Марзаев обвинен и уже приговорен судом первой инстанции за вымогательство и получение взяток от топ-менеджеров уфимской компании «Дортрансстрой» в обмен на покровительство и отсутствие препятствий на дорожно-строительном рынке. Следствие и обвинение посчитали, что в общей сложности чиновник, курировавший в правительстве Республики строительство, ЖКХ и транспорт, должен был получить в виде взяток более 561 миллиона рублей. Сам Марзаев заявил громко, что дело имеет заказной характер, а доказательства, полагает он, оперативники выбивали со свидетелей угрозами и пытками. То есть не только с него, якобы, но и со свидетелей, представьте себе. С осени 2024 года он находится под арестом сначала в Лефортово, а с августа 2025 года в Уфимском СИЗО. Вину экс-вице-премьер не признал, и в результате его приговорили аж к 13 годам колонии и к 560 миллионам рублей штрафа. Надо сказать, довольно суровое наказание получил чиновник из команды Радия Хабирова. Конечно же, он пытается обжаловать данный приговор, хотя, опять-таки, ждать результата, мне кажется, совершенно глупо и наивно. Вот. Я не буду повторяться о том, что я думаю на тему Алана Марзаева и его уголовного преследования. Повторюсь лишь коротко, что все не так однозначно, по моему субъективному мнению. Пруфы задались тяжелым, но животрепещущим на сей раз вопросом. Почему в башкирских больницах все чаще лечат врачи-иностранцы? Спрашивают они. И как бы я сразу хочу отметить, что вот я, собственно, да, если это кому-то интересно, ничего плохого в том, что лечат врачи-иностранцы, не вижу. Это нормальное явление, оно распространенное явление. В цивилизованных странах только так и происходит. Ну, если далеко ходить не надо, то вот в Германии недавно, хотя давно, был прикол, что ли. Сотрудники одной из больниц выстроились, сфотографировались и еще раз потом сфотографировались. Но на втором снимке с кадра вышли все приезжие. И на кадре осталось из 30 человек 2. Вот так ситуация выглядит сейчас в западных странах. Может быть, хотелось бы, чтобы все-таки местных жителей было больше, но, к сожалению, демографическая ситуация оставляет желать лучшего. В нашем случае, в случае с Уфой и Башкортостаном, казалось бы, вроде бы с людьми пока нет проблем. Казалось бы. Но, по крайней мере, те, кто пытаются поступить в медуниверситет в Уфе, продолжают настаивать, что конкурс, каким был большим, таким и остается. То есть желающих выпускников республиканских школ стать врачами до сих пор достаточно, как было раньше. Поэтому, казалось бы,
врачей должно быть достаточно. Но что-то идет в этом смысле не так. И, к счастью, находятся те, кто готовы их заменить. 200 граждан Индии, Нигерии и Таджикистана работают в башкирской медицине. Надо сказать, я сам успел столкнуться, пересечься с представителями, например, Таджикистана. В ковидный период они уже активно работали в уфимских стационарах и работали старательно, надо сказать. Те, кто у них лечились, очень по-доброму отзывались о наших гостях из Центральной Азии. Вот. Значит, причем по данным пруфов, из этих 200 человек всего врачей 121 человек, а медсестер и медбратьев 80 человек. Здесь есть отдельные истории в публикации отдельных людей с именами, о том, откуда они приехали и в каких конкретно больницах работают. Ну вот, например, человек по имени Ахмад работает врачом-хирургом поликлиники в Бурзянской центральной районной больнице. То есть не только в Уфе такое есть. Его земляк Оеделе после стажировки начал работать в Учелах врачом-психиатром в местной ЦРБ. В общем, вот таким образом иностранные граждане реально, если смотреть правде в глаза, помогают системе здравоохранения страны в целом и республике в частности. Так, а тем временем Джек Килопи задает риторический, но, по-моему, очень важный вопрос. Погибших на СВО уже превысило количество людей при материнском капитале? Я думаю, еще нет, наверное, но к этому, как говорится, идем. Так, в 21-й больнице еще более 10 лет назад работал врач-пакистанец, пишет Стобавовна. Да, наверное. Ну, опять же, кто где кого видел и с кем пересекался. Неудивительно, и в этом смысле ничего страшного, конечно же, в этом нет. Хотя все-таки, как я уже выше сказал, вопросы остаются, как минимум, к руководству, скажем так, нашего медуниверситета. А все ли в порядке с приемом наших местных желающих, значит, абитуриентов? Или там все еще, как было в мое время, нужно заносить... Так, что там было? В наше время ключи от машины нужно было занести. От Лады ВАЗ-2199, 099, для того, чтобы в медуниверситет поступить. Сейчас так или не так, я не знаю точно, но предполагаю, что какие-то элементы коррупции уж точно никуда не делись. Национальный проект «Туземский доктор» иронизирует Вадим. Ну, я бы тут поосторожнее все-таки с высказываниями по поводу туземцев. Это шуточка, скажем так, которая в толерантном обществе, мне кажется, не была бы принята. И, скажем так, автор данной шуточки мог бы понести суровое наказание. Ну, или не суровое, но какое-нибудь. Хотя я понимаю, что это сказано беззлобно, по-доброму, вот, без какого-либо негативного подтекста. Так, наши квалифицированные врачи работают в платных клиниках, пишет Фируза. Есть такое дело. Хотя, опять же, у меня было впечатление раньше, конечно же, что такого рода врачи, они все-таки продолжают свою службу в государственной медицине, так по остаточному принципу, типа я там числюсь и немножечко хожу. Но основная часть работы, основной заработок у этих врачей из частных клиник. Может быть, не у всех, конечно, но вот у тех, с кем удавалось как-то пообщаться, пересечься, было примерно так. Вот. Хотя, опять же, обобщать, наверное, в данном вопросе, как и во многих других вопросах, было бы неверным. Главное, чтобы лечил людей, пусть хоть марсианин, совершенно справедливо пишет Джек Килопи. Тоже нельзя не согласиться. Дальше идем.
Нет ни дня без новостей о том, как республика у нас помогает нашим мальчикам, героям и всякого рода ветеранам. И вот у нас очередная новость. Хотя ощущение, что мы что-то подобное уже читали и не раз. Может, просто повторяют, может, действительно что-то новое. Утверждать не буду и не берусь. В Башкирии увековечат память воинских подвигов участников СВО. Да? Увековечат память подвигов не самих, значит, героев, а именно подвигов. Как это можно сделать? Это можно сделать потому, что поручение об этом дал на оперативке накануне Радий Фаритович Хабиров. И он, знаете ли, признал, что СВО идет уже 4 года. Ты посмотри. И жители нашей республики, воины, участвующие в спецоперации, проявляют самый настоящий воинский и трудовой героизм. И если информацию об этом не сохранять, не фиксировать, многое может забыться. Да, опять-таки, по Фрейду оговорочка. Понимает Радий Хабиров, что речь идет о тех событиях, которые действительно надо забыть. И они забудутся, конечно же. Некоторые особенно быстро и усиленно будут стараться забыть, чтобы отмыться от этой грязи, в конце концов. В итоге, на данном этапе исторического, знаете ли, развития, Хабиров поручил своей администрации продумать план мероприятий по увековечиванию героических трудовых и воинских подвигов. Реализацией поручения займется специальная комиссия, кучка дармоедов, скажем мы, да, по-другому, куда войдут представители СМИ, Ассоциации ветеранов СВО, Республиканский архив. Причем здесь представители СМИ? История умалчивает. Рабочая... то есть работа по сохранению памяти о героях должна вести системно, добавил он. Ну, про системно, конечно же, тут вроде бы не поспоришь. Как-то так. Так-то Вадим объясняет. Это же просто игра слов. Есть проект «Земский доктор», поясняет он. Да я понимаю, понимаю. Ага, Стабавовна пишет про последнюю новость о том, что вот они подвиги, разрушенные города и села. Именно так. Можно этот список подвигов в кавычках продолжать. И во главе угла стоят, конечно же, жертвы, в том числе невинные жертвы, жертвы среди мирного населения, в том числе огромное количество людей, покинувших насиженные места. Люди, которые во многом уехали не только в другие части своей страны, Украины, но и в другие страны. Многие из них никогда не вернутся теперь на родину. В общем, на тех местах, где ведется эта кровопролитная война, остается выжженное поле в прямом и в переносном смысле. И очень долгое время эхо этой войны будет звучать не только на этой земле, но и вокруг нее. И ничего полезного, разумеется, в этом не было, нет и не будет. Просто амбиции буквально одного человека. Ну ладно, если быть более точным, кучки сумасшедших стариков. Как-то так. Под занавес хотелось бы какого-то немножечко теплого, что ли, лампового такого сообщения. И в том же Башинформе, знаете ли, я нашел то, чем можно душу порадовать, по крайней мере, тем, кто постарше. Уфимец Никита Богданов одержал победу на мемориале Габдрахмана Кадырова. Как бы данная фамилия в современной истории не была дискредитирована некоторыми товарищами Северного Кавказа, мы помним нашего с вами Габдрахмана Кадырова и то, как бы, чем или какими событиями его фамилия была обставлена несколько десятилетий для Уфы, для уфимцев, жителей Черниковки в особенности. Оказывается, на днях мемориал Кадырова вновь прошел в Уфе. Было 2 соревновательных дня. Что такое, значит, мемориал Кадырова? Это соревнования по мотогонкам на льду, по спидвею, если кто вдруг забыл или не знает. Приходилось мне бывать на стадионе «Строитель», на соответствующих мероприятиях несколько лет назад, в начале 2000-х годов. В общем,
Уже тогда, кстати говоря, стадион-строитель оставлял желать лучшего, но, несмотря ни на что, продолжал принимать эти, кто-то скажет, узкоспециализированные, но все-таки соревнования, в которых республика всегда выделялась еще в советские годы, в 70-е годы. Кадыров выигрывал неоднократно статус чемпиона мира, соревнуясь с конкурентами из многих стран, надо сказать. Но это, конечно, были страны, прежде всего, восточноевропейские, страны Варшавского договора. Ну, так или иначе, они же принимали участие в этих соревнованиях. Вот. Данный мемориал был приурочен к 85-летию со дня рождения Габдрахмана Кадырова и к 60-летию первого чемпионата мира, победителем которого Кадыров стал в свое время. Вот такие у нас с вами новости, скажем так, в том числе и некоторые из них, как я уже сказал, душу греют. Джек Килопи жалуется, VPN не всегда работает, хоть и платный. Ай-яй-яй. Я напомню, что мы при желании вам раздаем ключи от бесплатных VPN-ов. Вот. Но это не такие, которые в интернете там ищутся за просмотр рекламы, скажем так. Здесь никакой рекламы нет. Но и идеальной работы тоже нет, к большому сожалению. Если вдруг надо, обращайтесь через бот обратной связи в нашем телеграм-канале, который вы всегда найдете под нашими новостями в виде надписи «Прислать новость». Собственно, новости тоже мы от вас ждем. Всякий раз присылайте. Напоминаю, что лайки – это то, что нам нужно обязательно, дорогие друзья. Их недостаточно, несмотря на то, что мы вас в очередной раз подвели с качеством трансляции. Она у нас прерывалась в начале. Так или иначе, все, что задумано, озвучено. Поэтому все-таки пролайкайте. И поддержку в материальном смысле мы от вас ждем любыми возможными способами. Отдельный низкий поклон тем, кто это делает. Это можно делать в Ютубе с помощью карт иностранных банков. Это можно делать с помощью сервиса Boosty, например, с помощью карт российских банков в том числе. Ссылка у нас в описании есть. В телеграм-канале можно звезды слать. Там есть наши подписчики, которые иногда звездами нас немножечко поддерживают. И это большая ценность. Низкий поклон вам, дорогие друзья. Вот. В обозримом будущем технику надо все-таки немножечко обновить, чтобы вот таких проблем, как сегодня, наверное, все-таки не было. Вот. Салям Уфадан пишет Ильгиз Мансуров. Рахмат Ильгиз. Тоже большой салям. Ну, а я заканчиваю утренний эфир. Напоминаю, что в 13 часов у нас программа «Аспекты мнений». В 13, да. Активист Башнацдвижения, один из лидеров движения, Руслан Габасов, будет в гостях данной программы. Я думаю, что наши пропагандисты и другие представители оппонирующего лагеря уже напряглись, как минимум, точно напряглись в телеграм-канале под анонсами соответствующих значков, много понаставили. Вот. Но у нас свобода слова на канале, поэтому, в принципе, мы не запрещаем никому ставить никакие значки, имеется в виду смайлики. Вы понимаете, о чем я говорю. А за эту встречу спасибо еще раз. Хорошего всем дня. Увидимся очень скоро. И всем пока.